пятница 13, дубль первый. Я конкретизирую. Мы, не занимаясь этим, пытаемся найти какой-то свой особый абхазский путь развития. Но есть такие исходные данные, которые осложняют, конечно, эти вещи. Но в чем-то осложняют, в чем-то облегчают. Я имею в виду нашу малочисленность, нашу компактность. Наши власти, даже не интересуясь в этом контексте мнения Москвы, просто сами для себя решают, что Москве вот, как бы будет удобнее, если абхазцы будут только спутником прививаться. Слушайте, когда есть пожар, вопрос принадлежности пожарных машин меня не очень интересует, честно говоря. В Гудаутском госпитале накрылся компьютерный томограф. Накрылся окончательно, вот как нам сказал, как заявил премьер-министр Александр Анкваб. И новый теперь придется приобретать, он стоит 60 миллионов рублей. И на какие средства, и когда все это будет осуществлено, неизвестно. В разгаре пандемия идет полным ходом, ежедневно более сотни больных. К сожалению, там 5-6 человек умирает также ежедневно. Огромные проблемы действительно у нас с этим коронавирусом. Но, в общем-то, мы сегодня будем говорить о другом, точнее об одном и том же, о природе абхазского, затянувшегося вообще на долгие годы кризиса. Мы сегодня поговорим с людьми, которые, может быть, имеют как бы глубокий опыт, большой опыт лицезрения этого, наверное, кризиса, а иногда, может быть, даже и сопричастности к этому кризису. Добрый вечер. В гостях у нас сегодня «Очегемской правды» Астамур Таня и Ибрагим Чкадова. Я начну, наверное, все-таки с главного. В чем вообще природа вообще этого абхазского кризиса, который вот уже лет 20 как минимум нас вот регулярно лихорадит, у нас вот все время везде есть проблемы, то есть мы начинаем тушить пожар, когда он уже все горит, то есть мы этот пожар никогда не замечаем в зародыше, мы его можем только увидеть, когда он уже как бы на последней стадии находится. Это, наверное, касается всех сфер. Почему так происходит? Вот ты поработал, Астамур, вот в системе власти, был в свое время там помощником первого президента, потом был и в оппозиции, был и там главой администрации президентской при Хаджимбе короткий период проработал. Ты, наверное, все-таки видишь это, видел проблемы со стороны. Почему вот именно вот такая нерасторопность в абхазских действиях, она стала такой уже, хронической, может быть, болезнью? В принципе, вопросы или в науку государственного строительства мы вряд ли можем что-либо внести новое, потому что мы не располагаем соответствующими научными и прочими институтами, и в этом вопросе мы должны руководствоваться накопленным в мире опытом эффективного государственного строительства. Вот. В этом смысле все уже отработано. Просто мы ни разу этим вопросом не занимались. Почему кризис носит затяжной характер? Ну, понимаете, вот после 2008 года у нас мы видим, что никаких свершений в вопросах государственной жизни в Абхазии существенных не произошло. Вот. Фактически большая часть социальных потребностей нашего общества, она покрывается за счет помощи со стороны России. Помощь можно использовать по-разному. Помощь можно использовать для наращивания собственных возможностей, а можно просто жить по инерции, потому что основные проблемы общества, за которые ты отвечаешь, они, в общем, так или иначе решаются за счет этих внешних вливаний. Вот и складывается такое состояние болота. Вроде бы и с голоду не умираем, но с другой стороны и развития никакого нет. Главная проблема в наших политических элитах. Вот. Потому что в их способности взять на себя ответственность за политическую ответственность и
обеспечить последовательность государственного строительства так, как это уже во многих случаях в мире уже опробировано. Есть известно отработанные политические модели, есть экономические модели. Мы же не строим какое-то отдельное коммунистическое государство или, я не знаю, какую-то отдельную социально-экономическую модель. Мы сказали, что у нас капиталистическая система и конкурентная экономика, и конкурентная политическая система. Да. Есть какие-то заявленные цели в нашей Конституции. Вот. Но в рамках этого мировая наука, и экономическая, и политическая, выработала очень много способов решения этих проблем. Я все-таки хотел бы, чтобы конкретизировал. Я конкретизирую. Мы, не занимаясь этим, пытаемся найти какой-то свой особый абхазский путь развития. Вот мы все эти годы фактически за счет российского налогоплательщика занимаемся поиском собственного абхазского пути развития. Вот. Мы так можем долго прожить, пока нас будут финансировать. Как только перестанут финансировать, Но сейчас тоже, кажется, здесь тоже возникает проблема. Эти проблемы, но это же не может вечно продолжаться. Ибрагим, вот твое мнение какое? В чем вообще проблема вот этого нашего абхазского кризиса? Как сказал, самый простой вопрос, но очень сложный ответ на него может быть. И о чем-то он уже сказал. Я бы хотел, например, затронуть другую чуть сторону, о том, какой вектор развития мы вообще хотели до войны, в войну и после войны. То есть у нас нет планирования ни в чем. То есть у нас любой приходящий президент или власть, или парламент, то есть они не заявляют о каких-то планах своих годичных, трехгодичных, пятигодичных. То есть мы не знаем, куда и конечная цель. То есть вектор развития он у нас никак не артикулирован никем. Но кроме всего прочего, конечно, эти методы государственного строительства, они универсальные, но есть какие-то особенности у нас тоже. Хотя вот мы говорим, что пытаемся особый путь, это никто не пытается особый путь использовать, а просто в силу каких-то ментальных моментов хотим под себя подстроить то, что уже давно создано человечеством, я имею в виду в области государственного строительства. Но есть такие исходные данные, которые осложняют, конечно, эти вещи. Ну, в чем-то осложняют, в чем-то облегчают. Я имею в виду нашу малочисленность, нашу компактность. То есть в этом есть плюсы, можно найти, можно и минусы. То есть, например, законодательные инициативы у нас могут быстрее проходить, чем в огромной стране. Поэтому какие-то вещи там реформаторского толка, их можно делать достаточно быстро, вроде бы. Но есть другие вещи, как там фактор родства, личности, какой-то тесности, связи вот этих горизонтальных, которые у нас существуют и которые превалируют над государственными. И поэтому у нас вот такие очень странные вещи проходят, я имею в виду и в системе и судебной, и в исполнительной власти, и во всех остальных властях. То есть тут сейчас мы как-то даже пошутили, можно это, наверное, сказать, и за кадром пошутили, но эту шутку сюда перенести, что мы в таком составе или в похожем составе уже не первый раз, не первый год собираемся, обсуждаем это, но это ни к чему не приводит, потому что у нас те, от кого зависят решения какие-то и векторы вот эти развития или деградации, как у нас происходит, этот политический класс не сформировался. Вернее, он сформировался на принципах, которые идут вразрез с государственным строительством. Мне так кажется. Поэтому у нас такое количество, не знаю, генералов, ансамблей и всего остального. И про то, что Астамур сказал, что мы объявили капитализм, условно говоря, в экономике, но мы сохранили какие-то гримасы социализма тоже. В виде вот этих этого огромного штата госаппаратов, там, ну и это можно много чего перечислять, но я единственное еще хотел бы сказать, что когда мы говорим о политическом классе, он у нас деградировал качественно. Я считаю, это очень, может, грубо будет сказано, но у нас не хватает просто общего уровня образования. И мало того, дети, которые поколения идут вот сейчас, они будут еще хуже образованы, к сожалению, потому что у нас исходные данные природные, мы породили много гениев в разных областях, и в технических, и в культуре, и так далее. У нас есть потенциал, но нужна система, где этот потенциал должен реализовываться. А у нас эта система по наследству, что-то осталось от Советского Союза, что-то успели мы заложить в первые годы после войны, или до войны даже начали, и в условиях войны, кстати, это делали. Но этот каркас,
Он достаточно прочный был, но сколько он может держаться, когда ты его не реставрируешь, не расширяешь, не укрепляешь и так далее, и так далее. Вот он и сыпется. Сейчас сыпется медицина, я считаю, что у нас сыпется образование. Ну, и там любую область, давайте возьмем, она везде в таком состоянии. Но мне кажется, здесь дело, наверное, еще и в другом все-таки. Кризис этот стал понятен. У нас все-таки изначально Астамур писалась Конституция там, под сильного царя, условно говоря. 94-го года. Я бы не так сказал. Но все-таки там была сильная фигура, под которой было все-таки более... Существовавшие тогда политические, экономические условия. Да, ну условия, но это все-таки была такая, да, конституция под сильную фигуру, которая, в принципе, контролировал все эти ветви власти и так далее, и тому подобное. Сегодня я вот обратил внимание, что практически все ветви власти разобщенные, что исполнительное, что законодательное, что судебное. Единственное, где они в чем могут найти общий язык, это вот некое, может быть, такое, я не знаю, коррупционное поле, условно говоря, да? где есть какие-то точки соприкосновения. Сейчас я не буду говорить о судебных решениях странных, которые принимаются там судом, да, там, где участвуют там родственники высокопоставленных людей. Я не говорю там о каких-то экономических проектах, где тесно взаимодействуют депутаты парламента с членами правительства и так далее. Но это факт, в котором мы живем, мне кажется. Вот эта коррупция, она стала вот таким разъедающим, где, в общем-то, есть только желание что-то употребить, в общем-то. Употребить, наверное, наверняка во вред, опять же, тому же государству. И характерная такая особенность, вот когда у нас недавно прошел ураган, там крыши домов посносило. Я смотрю, вот включил телевизор. Идет заседание кабинета министров, то есть это новости я смотрю, заседание кабинета министров, и там все с такими траурными лицами, да, действительно, да, ситуация тяжелая, и вот столько-то крыш надо отремонтировать, говорят, и говорят, что на одну крышу там многоквартирного дома площадью 500 квадратных метров нужно 5 миллионов рублей. То есть это вот такой железобетонный стандарт. 5 миллионов, и мы эту крышу будем делать. Следующий репортаж идет уже, я не помню, какой это телеканал был, наверное, Абаза был, да, и там репортаж идет, и там уже показывают гостиницу Интерсухум, и директор Интерсухума, у которой там всю крышу снесло, и он говорит, у нас 1200 квадратов крыши снесло. И государство нам не помогает, да, мы не ждем от государства такой реальной материальной помощи, да, но нам бы налоги чуть-чуть скостить, там какие-то преференции в этом плане сделать. И корреспондент его спрашивает, а сколько у вас уйдет на восстановление этой крыши денег? И он говорит, 2-3 миллиона уйдет, мы ее уже начали восстанавливать. То есть на 1200 квадратов вот частный бизнесмен, который будет теперь эту крышу делать от души, чтобы у него там эту крышу больше не сносило, они платят 2-3 миллиона, а за 500 квадратных метров мы будем 5 миллионов бюджетных денег выделять, которые будет сносить. И я говорю, просто это такая логика абхазского отношения к государству, наверное. Крыши разные. Да, я не знаю, мне кажется, крыша все-таки одна, но тем не менее ее тоже периодически сносят. Мне вот кажется, вот это, наверное, отношение и элит, и не только элит. Мне кажется, даже это отношение, наверное, и обычных граждан стало. Слушай, отношение, оно же сверху вниз транслируется. Это все-таки вопрос, конечно, в первую очередь к элитам. И в первую очередь к действующей власти. Она должна транслировать какие-то идеи в общество. Вот сейчас у нас, вот если посмотреть, проанализировать состояние власти, она имеет все признаки временного правительства. То есть отсутствие опоры, широкой опоры на какие-то на социальные опоры в обществе. Второе, отсутствие целеуказания, каких-то целей, которые заявлены и которые
пропагандируется сверху вниз в общество. И отсутствие инструментария для реализации поставленных целей. Вот. Ну, сначала во главе всего всегда стоит слово, идея. Вот надо, я не знаю, это будет все время так продолжаться. Это недолговременная будет власть. Ну, временное правительство, оно просуществовало тоже недолго, пока не пришли там большевики, матрос Железняк там не хлопнул. Но это другая беда в том, что и на противоположном фланге ничего в этом плане, практически ничего не происходит. В плане формирования идей, в плане озвучивания того, каким способом эти идеи будут достигаться. Вот у меня есть рационализаторское предложение к сторонникам власти и оппозиции. Пусть они создадут электронную базу, единую заявлений политических за 15 лет. Зачем новые писать? Можно из этой базы Номер 143. доставать и их озвучивать. Вот. Общество, мне кажется, вообще не интересует вот этот обмен публицистикой, вот, цитатами литературными. Там. Это общество, это вызывает только раздражение или, наоборот, упадок сил. Это общество ждет действий. Действий, направленных на реальное улучшение положение населения. Или если не получается что-то сделать, или быстро не получается, ну сказать, вот сейчас это не получается, потому-то, но мы сделаем вот это. Ну, надо об этом говорить. И к чему мы идем в итоге? Вот это же не без у нас определен Конституцией срок полномочий ветвей власти, правильно? Вот пришел человек, депутат, президент, у него срок полномочий 5 лет. Ну что он за 5 лет должен сделать? Что-то он должен какую-то нарезку дать. И публично об этом надо говорить. Публичная политика в Абхазии умерла. Она превратилась, она перенесена вся в социальные сети, а вот публичная политика, основанная на аргументе, на профессионализме, это вообще в дискуссиях, да, ее практически нету. Профессиональной дискуссии нету. Ну да, ты говорил о временном правительстве. Но временного правительства было даже с переизбытком трибунов людей, которые там спорили. Они друг с другом спорили, но единого политического курса они выработать не смогли. Вот. Ну, там было желание. Но мне кажется, желание у всех есть, полно. Но у нас, кажется, не было желания, мне кажется. Вот у нашей вообще политической элиты. Это я не знаю. Нет, у нашей политической элиты, если посмотреть вообще вот за последние, там, когда они друг друга сменяют, вот единственное желание там подвинуть вот своих соперников, да, если те находятся там. Ну, они, понимаешь, обе вот эти те противоборствующие силы, их реальный потенциал электоральный 10% у каждой. Остальная вот эта масса нашего народа, она спорадически интересуется тем, чем они обмениваются. Это же само это же само за себя говорит. То есть большая часть людей не вовлечена в этот процесс. Но с другой стороны, Астамур, у нас все-таки, вот мы говорим, не вовлечена в этот процесс, но к выборам мы все равно подходим всегда с двумя силами. Да, ну а что делать? Да, с чем есть? С двумя противоборствующими силами, которые периодически друг друга разными способами сменяют. Третьей силы у нас так и не созрела окончательно. У меня такое ощущение, что вот тоже есть такое, как бы, такое предчувствие, что третья, она при нынешних параметрах ведения политической борьбы, функционирования вот этого политического механизма, третья сила, она просто абсолютно никак не может возникнуть. Ну, просто, может, ее никто не хочет делать. Но она просто не может, наверное, создаться в силу того, что эти две, допустим, группы, они все квартиры заняли? Нет, они две группы, они имеют финансовые рычаги, то есть финансовыми обладают инструментом. Они
выборным инструментом, потому что эти две группы, они регулярно занимаются выборами, они регулярно имеют свои, в общем-то, свой инструментарий, как дойти до избирателя, какими методами вытащить его, соблазнить, уговорить и так далее, чтобы он проголосовал. А у обычных, мы с тобой скооперировались и пошли на выборы. Ты да? не захочешь заниматься никакой третьей силой. Какие классные. Нашла идеальные туфли? Беру. Оплачивай покупку денежным переводом на карту. Амробанк. На шаг впереди. Как нам выйти из этой ситуации? Вот мы все время говорим о том, что у нас происходит, но а какой выход мы не говорим. Вот на твой взгляд. Да. Я не знаю, какой выход. И, честно говоря, я считаю, что у нас не очень много шансов для этого выхода, потому что мы ничего не делаем для того, чтобы его преодолеть. Вот эта легкомысленность и легковесность во время выборов, когда для нас там какой-то портрет, какой-то там носитель фамилии значит больше, чем интересы страны и так далее, и так далее. От этого и то явление, которое, например, возникновение ветеранских организаций, которые себя позиционировали вначале как социальным направлением, потом все успешно стали политическими. И оно тоже заканчивается в силу просто физических вещей, потому что поколение сменяется. А вот что на смену идет, у нас огромный разрыв в поколениях идет. Это, во-первых, наложилось еще и на научно-технический прогресс, когда появился интернет, когда вот совершенно другая психология. Когда я считаю, что надо каждому на своем месте, я не знаю, как повлиять на элит, я не знаю, как повлиять, вот мне предлагали, моим друзьям предлагали часто там общие друзья, идите на выборы, я не вижу смысла туда идти. Я не вижу смысла в этом вообще. Я, во-первых, считаю, что и никто не идет только из какого-то внутренней такой, чистоплотности или брезгливости, как хочешь назвать. Потому что эти правила игры, они заточены под отрицательные. Не хочу это говорить про всех депутатов, но согласитесь, КПД, как минимум, я уже не говорю про качество, КПД очень небольшой, и каждый парламент все хуже и хуже. Потом, когда мы говорим о дискуссиях, но мы все там имели проекты на государственном канале, и у нас главное условие было, что не было табу на людей, на темы и так далее. А те, кто сейчас у власти, и те, кто сейчас на том же телевидении, они больше всех считали, что тут нет свободы слова. Казалось бы, давай теперь. Поэтому все ушло на откуп соцсетям, поэтому все там происходит. Но это не имеет вес. Я имею в виду в идеологическом смысле то, что происходит в соцсетях. Сейчас много проектов вот таких появилось, разговорных и так далее, и так далее. Но они в основном все какие-то или поверхностные, они не говорят о сути, потому что у них и цели такой нет, да и они ее не решат просто. На государственном телевидении, мне кажется, вообще дискуссии уже там на какие-то темы более глубокие, где есть какой-то политический момент, они полностью нивелированы. Все поднялось какой-то демагогии, во-первых, не только там, вообще у нас демагогия, какой-то софистикой, причем-то очень такой примитивно деревенской, я извиняюсь, софистикой, и обычным шарлатанством, которым с удовольствием все верят. А потом есть вот эта какая-то круговая порока коррупционная, когда тебе не обязательно заплатить за свет каждый месяц, а я при этом чуть повыше, там, министр, смогу тоже что-то там не то сделать. Мы все вот этим завязаны, понимаете, и никому не выгодно, я так утрирую, никому не выгодно правильно жить. И когда мы говорим о том, а как это можно изменить, для этого сам этот политический класс внутренний, он утром не проснется другим. Вот тот, кто правила игры создает, он должен сделать все, чтобы другие люди приходили в политику. Но для этого должен быть, вот ты говорил, Конституция под одного человека создана. Но в таком маленьком обществе на переломе истории роль личности, я считаю, более важна, чем, допустим, или там сообщество небольшое, Владислав тоже не один был. Сейчас нет такой когорты людей. Вот ты можешь сказать, что сколько процентов населения готовы жить по правилам, которые предполагают не только какие-то дивиденды от того, что ты государство построил, но и большую ответственность, свою личную, я имею в виду, и как налогоплательщик, и как, по всем этим категориям. Но нет уже этого. Для этого критическая масса должна быть, хотя бы в этом узком классе политической элиты. Мне слово элита вообще как-то не ложится, говоря о ней. Политический класс. Даже в самой веселой компании интернет будет не лишним.
Оплачивай интернет-провайдеров с помощью мобильного приложения Онлайн24 от Амрабанк. Амрабанк. На шаг впереди. О кризисе мы говорим периодически, размышляем и, может быть, развиваем как бы разные варианты, когда все это может прекратиться, но мне кажется, это должен быть такой кризис, который почувствует каждая, наверное, семья, мне кажется. И вот сейчас, наверное, к сожалению, такие условия, наверное, и созданы в Абхазии. Ну, сложились. Да, мы подходим. То есть, с одной стороны, пандемия, где очень большое количество народа умерло, официально больше 300, неофициально больше 600. То есть, это почти 30%, на 30-40% возросла смертность. Это действительно катастрофа, с одной стороны. С другой стороны, у нас надвигается энергетический кризис, то есть мы сейчас по 2 часа у нас отключают свет, там после курортного сезона обещают 5-6 часов, да, и неизвестно, и будет ли эти 5-6 часов как бы стоять на этом или опять нам еще увеличат, тоже неизвестно. То есть каждая семья фактически почувствует это. И, наверное, мне кажется, здесь уже не будет места каким-то экивоком мой, твой, это я за того голосовал, я за этого голосовал. Когда у тебя беда, когда у тебя социальные проблемы возникают и так далее, ты уже, наверное, если бы это касалось бы одного дня, 2 дней, а тут целого периода. Мне кажется, вот это возникает такая ситуация, когда общество уже требует реальных каких-то преобразований. Но способно ли, что нужно что-то менять, и мы даже согласны на что-то потерпеть, какие-то неудобства, но зная, что это приведет... Общество давно готово к этому, я считаю. Оно готово потерпеть, если ему скажут, вот мы планируем проведение вот такой-то реформы экономической. Или у нас есть деньги на восстановление или этого объекта, или создание инвестиционного привлекательной территории там-то. Вот, ну, если бы вот так обществу расписали, сказали, вот у нас есть план действий, мы по нему идем. Ну, кто-то будет критиковать. Ну, если ты убежден в правоте своей, доказывай. Если сопротивление, для этого государство это что? Механизм принуждения. Я говорю, здесь наши проблемы, они носят естественный характер. Потому что дело не в том, что пандемия. Если пандемии не было, это медленный процесс просто шел, понимаете? Ну, если квартиру не убирать, там накапливается мусор. Ну, просто у нас те, кто управляют страной на протяжении уже долгих лет, они не определились, не хотят посмотреть даже правде в глаза. Никак не предложат стратегию развития нашей страны. Вот все, в чем проблема. Или даже если ее предлагают в качестве предвыборных программ, то потом они при первом сопротивлении общества, любая реформа в наших условиях, любой шаг, он будет непопулярен. Он везде будет встречать сопротивление. Вот майнеры вот эти в селах. Ну, во-первых, надо было понимать, как это осуществлять, чтобы это выглядело в глазах общества оправданной мерой, понимаете? Это что же искусство управления? Вот тут как раз нужно понимание местных особенностей. Генеральный план он должен быть направлен на то, чтобы Абхазия стала адекватным игроком, конкурентоспособным игроком в окружающем нас непростом мире. Это значит какие-то параметры, это модернизация страны. И нужно понимать, с кем ты работаешь, какие ментальные особенности, какие хозяйственные, экономические, все прочие способности, препятствия для внедрения твоего плана. На самом деле это не бином Ньютона. И когда говорят безвыходно, она не безвыходная ситуация. Мы не просто не хотим выходить из этого положения. Оно для нас стало привычным. Это как, вот помнишь, как фильм, как это назывался, где человек говорил про окопную болезнь? Ну, человек, его невозможно было поднять, эти отряды в наступление, потому что они привыкли сидеть в окопах и там умирать. А у них образовалась окопная болезнь. Вот у нас такая окопная болезнь. Здесь некомфортная жизнь, вот она такая привычная для нас. А там дискомфорт, там рисковать нужно. Понимаете? Вот поэтому те, кто управляет страной, боятся, мне кажется, этих рисков. А выхода другого нету.
кроме как рисковать. Мне идти. кажется еще, что кроме вот этих внутреннего вот этого создания идеального шторма, к которому мы идем, есть еще внешние факторы, которые тоже, Ну вот я про это как раз и хотел спросить. да, они не очень способствуют тому, чтобы вот это благоденствие, даже окопное, еще продолжалось какое-то бесконечное количество времени. Потому Нет, что совершенно нет. Да, вокруг какие-то глобальные процессы происходят, политические, военно-политического характера, даже климатические. Мы не понимаем вообще, чем мы обладаем, и это такая радость, не хотел бы оскорбительные вещи сказать, но это очень примитивная радость, то есть победить, и вот то, что есть, вот проедать, не думая о том, что достанется детям, внукам и так далее. Я имею в виду в смысле богатств, которые мы имеем, и геополитических, и физических. И вот мы промышленность, та, которая советская была, мы практически на нет свели. У нас колоссальный есть ресурс в виде НГУГСа, а с ним черти что творится. То есть мы должны быть страна самым, то есть где энергетика, наверное, будет главный фактор, который заполняет бюджет. А у нас бюджет заполняется за счет виноделов, за счет сотовых связей. Это же смешно. А энергетика у нас Да. все время требует дотации. При том, что прекрасная страна, и огромные ресурсы водные, природные, геоклиматические, а мы зарабатываем, ну сколько они могут тянуть, это тоже пока конъюнктура такая, слава богу, с вином и там сотовой связи. Но завтра тоже Маск запустит эти тарелки, и этого тоже не будет, эти ручейки тоже закончатся. Вот этот эгоизм, от него он только, или ты успеешь до того, как идеальный шторм состоится, как-то изменить свою поведенческую психологию, или же он тебя накроет, там третьего выхода не бывает. Вот насколько в силу того, что мы с каждым разом оказываемся там вот, финансово подпитываемой Россией, то есть мы сами, в общем-то, уже привыкли сами ничего не создавать, и как бы осваиваем российскую помощь, да, там финансовые разные. Да, усваиваем, осваиваем, да, вот эти все финансовые потоки. Насколько Россия влияет вот на абхазскую политику? То есть для президента, любого президента абхазского, ты всех знал, вот это такой, достаточно такой фактор страха вызывает? Ну, допустим, Россия, да, вот это России не понравится, многие говорят, там, России может там что-то не Слушайте, понравится. конечно, существует, и это естественно диспропорция, вызванная нашими просто размерами и возможностями. Вот. Но вот это тоже не надо преувеличивать влияние в России, ее вмешательство в наши внутриполитические дела. Если мы здесь наладим нормальную жизнь, в России никто протестовать не будет. Я в этом совершенно уверен. Они просто, уже, знаете, мне кажется, они на нас как на, вот, смотрят, ну, как на неспособных на какой-то людей, на какую-то обузу, понимаете? Потому что было такое геополитическое решение принято в свое время, понимаете? Но геополитика, вещь тоже переменчивая, надо это понимать. Надо делать дееспособный механизм. Как его делать? Написаны тома. Вот. Пусть вот, я не знаю, вот эти две команды болельщиков за «Зенит» и «Спартак», да, больше всего конкурируют, да? Ну, вот это, да, вот, да. да. Вот они бы, может, они собрались бы и сказали, вот у нас все-таки есть общие что-то, проблемы, которые надо решить. Пандемия, не знаю, электроэнергия. Чего они обмениваются какими-то посланиями, которые уже противно читать, честно говоря. И тональность это раздражает уже. И вот эти и призывы, ну, когда ты призываешь людей куда-то, ты скажи, что ты потом хорошо в результате этого призыва, какого эффекта ты рассчитываешь достигнуть. Имеешь в виду призыв там, к осенним И там, это и призыв к акциям? и это, конечно, я имею в виду. И призыв к осенним акциям. Ну, какие цели будут достигнуты в результате этих собраний? Это же надо об этом подумать. Ну хорошо, снесут, допустим, действующую власть. Дальше что? Проблемы вместе с ней уйдут. Потом сядут и порешают. Ну, мне кажется, сейчас время не для таких игр.
С другой стороны, власть тоже не должна злоупотреблять вот этим сложным положением. Она должна, еще раз говорю, транслировать план действий, обеспечивать его, осуществлять его пропагандистскую обеспечение этого плана. То есть люди должны выходить и говорить. А то, что свобода слова у нас есть на телевидении, а что толку? Потому что нету обсуждений плана действий ни с чьей стороны. Ни нынешнего плана действий, ни альтернативного, ничего этого нету. Там что хочешь говори, кого хочешь позови, никаких проблем. Что у нас есть с вами проблемы пойти на телевидение высказаться, никаких не вижу. Никаких препятствий нет. Они должны это вести, это неправильно. Пусть они, ну что они будут вести? Мы видели свое. Вот я тебе говорю. Ну, Что будут вести? Я тебе говорю, нету. Астамор, для этого нужно... Подожди, есть ответственность власти, которые, вот есть проблема с КТ. Вот возьми ее, обсуди, кто купил, когда купил. Я об этом не говорю. Но Скажи. это же не сами люди должны приходить. Это надо Я же тебе говорю, организовывать. проблемы нету, если они же не пошли, это не сказали. Кто они? Власть не сказала. Ну, власть в лице телевидения. Ну что, телевидение само будет это делать? Да, оно А должно почему быть. телевидение само не должно поднимать эти вопросы? Обслуживает. Ну вот, Да. телевидение пошло. Пример озвучил, если нас удовлетворяет, то что он озвучил, хорошо. Нет, абсолютно не удовлетворяет. Тогда надо... Ну вот ситуация, вот сейчас, вот прямо ситуация, в которой там, мы, общественность, в том числе я, ты, Ибрагим, подписались там под обращением к правительству, в котором вот в силу сложившейся ситуации с коронавирусом, с тем, что у нас не хватает вот проблемы с этим, с вакциной и так далее, чтобы мы обратились ко всем там международным организациям и так далее, чтобы у нас создали была возможность провести вот такую массовую вакцинацию. Премьер-министр сказал, что, в общем-то, кроме спутника, сегодня было заявлено о том, что, в общем-то, кроме спутника, да, больше других и не ожидается. Мы даже обращаться типа не будем. Не рассматривать даже вопрос. Да, мы даже рассматривать не будем вопрос. Почему, вот, допустим, вот такую ситуацию не обсудить? Почему мы не рассматриваем? У нас народ каждый день по 4-5 человека гибнет. А мы не рассматриваем. Другой меня вот что поражает, другой момент. Вот были такие жесткие парламентские дискуссии. В том числе по один из документов, по которому вот эти дебаты шли, это был документ, касающийся антиковидных мероприятий. Оппозиционеры одну идею предлагали, провластные депутаты другую. В итоге они выработали компромиссное какое-то решение. Правильно? Точнее, рекомендацию. С этой рекомендацией они выступили публично. Это высший законодательный орган власти. Ну, хоть пресс-служба бы какая-нибудь ответила бы. Ни президент, ни Кабмин никак не отреагировали вообще на заявление высшего законодательного органа власти. Это вообще что такое? Или скажите, ваши мероприятия нам не подходят. Достаточно того, что мы приняли. Или мы думаем над другими мероприятиями. Что-то скажи. Это что за игнорирование такое? Все наше общество 2 недели смотрело, кто в Ютубе, кто в Фейсбуке, кто на абхазском телевидении, на Абазе, эти парламентские дебаты. А к чему они привели? Ни к чему. Для нас эмоциональная составляющая иногда... То есть мы поговорили, и проблема этим решилась, да? Выговорились, и все. А пример у нас был, вот этого общения с властью и народом. Я считаю, опять же, возвращаясь к началу 90-ми, в войну, ну, у Владислава Артемьева это получалось. Он говорил, когда есть сложности. Вот это есть пример. Иногда неожиданные встречи в длинных очередях могут быть очень увлекательными, но намного проще пополнять мобильных операторов через мобильное приложение Онлайн-24 Амрабанк. На шаг впереди. Мне кажется, все-таки телевидение тоже не выполняет свои функции. И, собственно говоря, это можно продемонстрировать примерами. Это появление вот этих анонимных телеграм-каналов, где там ужас какой-то творится. Я на них не подписан, но я пару раз заглядывал, это какой-то кошмар. Это вот оборотная сторона
телевидение, когда медали, там гламур и тужур, все хорошо, а тут грязь потоками, понимаешь? А это так и не должно быть. Если свои функции она выполняла бы, когда министры туда приходили бы. То есть это опять такой получился кентавр социализма и капитализма. Вроде бы свобода слова есть, но при этом они обслуживают власть. Ну, это парадокс. Но Это парадокс, и вот та же проблема, допустим, прививок. Эти вопросы витают, их надо обсудить. Мы граждане России, у нас есть союзнический пакет договоров. Почему у нас всего было 5000 прививок, сейчас еще там 5000 дали, и то это благодаря нашим коммерсантам. Не дали, а купили. Да, купили, то есть в чем сам они КТ покупали, которое сейчас оказалось негодным. То есть какие-то вещи странные происходят, парадоксальные. Это для любой страны, для любой, где есть политическая жизнь. Есть полно тем для обсуждений, для того, чтобы кого-то утопить, а просто выяснить. А если это есть там кто-то в этом виноват, то наказать. У нас нет неотвратимости наказания. Вот и все. Есть какие-то вещи, которые надо обсуждать. У меня нет ответов, например, почему у нас так мало прививок. Почему там, Россия большая, огромная. Я понимаю, у них тоже проблемы могут быть с производством, но они там помогают, там, Никарагуа. Да как бы они к нам не относились, но это и вопрос их престижа тоже. У меня нет ответов. Я, конечно, хотел бы услышать, может, они есть какие-то, которые могут удовлетворить вот эти все вопросы. Ну, для меня это вообще тоже немного странно, и речь идет все-таки о жизни и смерти людей. И с одной стороны. С другой стороны, очень важный момент, мы обращаемся, да, то есть вот последнюю партию купил бизнесмен, Беслан Агрба. То есть это нам не подарили. Нам не подарили. И мне кажется, это очень важно, если мы обращаемся там ко всем этим международным организациям и так далее, предоставьте и нам вакцину, любую вакцину, которую можно было бы прооперировать, да, любую там приемлемую, которая сейчас уже апробирована и так далее. Почему мы должны говорить нет, только наше население будет колоться спутником? Но этот спутник оказывается проблемой, то есть его достать, то есть купить и так далее. Ну, ближайший пример Приднестровье, там всем прививают. Там есть и Спутник, там есть и Pfizer, там есть AstraZeneca. У Спутник там лидирует, по-моему, по количеству прививок. Ну а в чем проблема? Я не знаю, почему. Политизация, вакцинация. Да нам что? Происходит. Слушай, это политизация больших игроков. Может, они политизируют. Нам нужно. Мы видим, что Спутник, Pfizer, AstraZeneca решают проблемы снижения заражаемости. Правильно? Это же известный факт. Да. Кто там крупные игроки, что политизируют, в данном случае это не наш вопрос. Нам нужно обращаться к тем, кто нам может обеспечить, нам сколько нужно доз? Нам нужно вакцинировать 60% населения. Вот исходя из этого и нужно действовать. 120-130. Попробовать обратиться к ООН, к ВОЗ. Они же, эта международная организация, они не участвуют в политической конкуренции. Но мы же написали в этом обращении, что чтобы наше правительство обратилось, но наше правительство говорит нет. Почему? То есть почему? Вот я хочу узнать, почему. Я бы хотел бы вот в этом контексте спросить. Ну вот бывает такое, что, да, я понимаю, что у нас есть определенные там какие-то договоренности с Москвой, там, в силу, опять же, вот того, что сейчас в самом разгаре холодная война идет между Западом и Россией и так далее. И вот мы, естественно, союзник, партнер и так далее. Для нас это главная Россия, и там какие-то вещи мы все-таки... Ну, исходя из этой логики, надо перестать потреблять продукты питания, произведенные во вражеских государствах. Но мне кажется, вот если исходя там из того, что там в том же Приднестровье, да, там есть несколько видов вакцин, а мы только спутником прививаемся. Не может ли быть такой ситуации, что наши власти, даже не интересуясь в этом контексте мнения Москвы, просто сами для себя решают, что Москве вот как бы будет удобнее, если абхазцы будут только спутником прививаться? Заключается в чем вообще в любой власти?
обеспечивать интересы общества, которое их избрало. Ну, я не знаю, мне кажется, сейчас вот в этом Они же контексте, назначенцы. в этом контексте между интересами общества и только спутником выбрали не интересы общества. В этой ситуации мне вопрос ответственности. Раз ты не даешь и исключаешь возможность обращения к другим организациям, странам и так далее, кто на себя берет ответственность за будущую эпидемию ситуации? Вот мне этот вопрос интересен. Да, и смерть. Если говорить честно, то за смерть, конечно. Кто за это берет? Слушайте, когда есть пожар, вопрос принадлежности пожарных машин меня не очень интересует, честно говоря. В этом во всем какое-то большое фарисейство, опять же, разлитое не только у власти, но и среди людей, которые, они вынуждены. Когда очень многие ездят в Грузию в экстремальных ситуациях на лечение. Но это как согласуется с какой-то геополитикой? Я просто иногда сам не понимаю логику каких-то вещей. Это как перевернутое домино. Вроде бы они не сходятся, костяшки. В том числе члены правительства, да. кстати, ездят. Но это же парадокс колоссальный, который мы живем в кругом абсурд и парадокс. Они какие-то по правилам они существуют, но я их не могу иногда понять. И поэтому очень большая ответственность на журналистах, которые должны эти вещи поднимать. И прежде всего тем журналистам, которые за это которые существуют на наши налоги, собственно говоря. Я имею в виду государственные каналы, информационные агентства и так далее, и так далее. Но это их ответственность профессиональная, понимаете? Это как у врачей есть. Я считаю, вопрос профессия журналиста, педагога – это очень важные вещи, как и все остальные. Но я имею в виду с точки зрения социальной жизни. Они очень важны. Поэтому надо каждому выполнять свои функции. Это мы в очередной раз так и не нашли эту дверь по выходу из кризиса, этих рецептов. Дверь есть, но я не думаю. Все знают, где она. Но все равно вот в этом узком кругу мы так или иначе эту дверь не откроем. Эту дверь не откроем, но тем не менее... Показать на свет в конце туннеля можем. Да, вот это действительно можем. И я думаю, мне кажется, очень важно вот в этой тяжелой ситуации, в которой страна находится, и я еще раз подчеркиваю, очень-очень тревожная ситуация с пандемией, огромное количество людей, которые умерло, и это для нас при нашей демографической ситуации это действительно катастрофа, когда у тебя умирают официально 300, а неофициально от 600 и больше человек за год, только из-за пандемии, молодых людей, старых и так далее, разных. Это все наши люди, все наши родственники, близкие, товарищи, друзья, соседи и так далее. И мы это как бы ощущаем, да, на себе. С другой стороны, у нас энергетический кризис без всякого просвета на хорошее будущее, нам мало что хорошего светит в ближайшей перспективе, по крайней мере, в ближайшую зиму. Да? И мы хотим, наверное, все-таки слышать какие-то рецепты, реальные планы по выходу из кризиса, и мы хотим видеть, конечно, эти же действия. Да? За сим прощаемся. В эфире была Чегемская правда. В гостях у нас были Астамур Таня, Ибрагим Чикадо и я, Инал Хашик. До свидания. Если вы все сняли, то это очень хорошо.